Понятно, что после такой огласки он пришел и принес извинения. Но лучше бы он таких гадостей не говорил, а еще лучше бы и не думал их. Понимаете, о чем я говорю? То есть очень печально, что в Абхазии спустя 17 лет признанной независимости, да, такой признанного развития, существуют такие вот неприличные и неприятные вещи, которые, между прочим, с точки зрения, например, российского законодательства, это уголовная статья разжигания межнациональной розни. Я не знаю, есть ли такая статья в Абхазии, но я предполагаю, что, как и многие граждане Абхазии, у этого персонажа есть и российское гражданство, и, собственно, по этому поводу я знаю, что высказался и Следственный комитет России, и будут соответствующие разбирательства. Я еще раз говорю, я всякое могу допустить в условиях жесткой политической борьбы, да, ну, то есть то, что там происходит сейчас, да, и вот это осеннее, так сказать, противостояние совершенно такое на грани, что называется, да, и вот эти досрочные выборы, и понятно, что и первый тур, и второй тур, и кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, но то, что вот звучат такие вещи, такие, транслируются такие настроения, ну, я не знаю, приняли его извинения или нет. Ну, наверное, никто не хотел бы продолжать эту историю, каким-то образом ее, ну, понимаете, да, дальше транслировать. Ну, извинился, да, в этой, тем более, ситуации взрывоопасной. Но просто сам факт, что подобные вещи, ну, имеют место, ну, для меня, например, неприемлемо. Коль скоро Абхазия, Республика Абхазия, это демократическое государство по Конституции, в которой они живут, где все граждане Республики Абхазия, независимо от, так сказать, своих каких-то особенностей, скажем так, да, и там национальных, каких-то там культурных и так далее, они все имеют одинаковые права по Конституции, да, эти права гарантируют Конституция. И никакого там разделения на титульную, нетитульную нацию, ну, быть не может. А это звучало, к сожалению, звучало, понимаете. И я считаю, что это делают враги абхазской государственности, потому что это путь точно совершенно к разрушению того маленького абхазского государства, о котором мечтали жители Абхазии, которые долгие годы жили в условиях непризнанности, непонимания буквально всего мира. Ну, еще раз, по одному, значит, дураку, извините за оценочное суждение, но я не в том смысле, что я его обзываю, а просто умный человек такого сказать и подумать не может. Но, тем не менее, по одному человеку, по одной паршивой овце судить о всем народе, о всей стране, наверное, нельзя, наверное, неправильно. Но сам факт, что подобное звучит, ну, мягко говоря, оно требует, ну, как минимум, оценки самой абхазской правоохранительной системы, абхазской прокуратуры, ну, в конце концов. Дело даже не в выборах, ну, невозможно же до такой степени деградировать, да? Если это вредительство, прямая провокация именно с целью разрушения абхазского государства Республики Абхазия, то это тоже вопрос к соответствующим правоохранительным органам, органам правопорядка и органам защиты законности. Ну, опять же, исходя из Конституции, по которой живет это новейшее государство.